Еще такой момент, который меня также интересует, я думаю, интересует тоже большую часть нашего общества, это вот вопрос нашей абхазской диаспоры. Какие, на ваш взгляд, существуют механизмы для более конструктивного диалога на перспективу? Вы знаете, дело в том, что я очень хорошо общаюсь с нашим представителем в Турции, Ибрагимом Мавизовым, который там проделывает очень большую работу. Но дело в том, что я бываю в Турции, виделся со многими и так далее, но вы знаете, чего мы добились? Мы в пылу политической борьбы в Абхазии втянули наших братьев в Турции, да и, собственно говоря, и на Северном Кавказе, вот в эту борьбу, преподнося им не совсем правильную иногда информацию. И мы их втянули в политическую борьбу, которая им не совсем понятна, но в силу того, что им так объяснили, они тоже в это вошли. И мы приходим к тому, что уже мы добились успешно это экспортировать туда и противопоставлять там наших же сограждан друг другу. И самое интересное, что вот эта какая-то непонятная борьба приводит к тому, что ничего полезного для того, чтобы интегрироваться с Абхазией, не делается. Все уходит в эту ненужную какую-то борьбу, абсолютно непонятную, в воздух. Вы считаете, что это как бы упущение обеих сторон? Ну, вы знаете, мы эту заразу им влили. И не сегодня. И не сегодня. Некоторые наши сограждане, уезжая туда, начали им, как вам сказать, свои идеи, которые у них здесь есть, им преподносить в сфере, в такой выгодной для них интерпретации, что они этих людей тихо-тихо отворачивают от Абхазии. Если до этого было много делегаций, которые приезжали и так далее, теперь они уже там начали друг другу противостоять. Ну, честно говоря, я считаю, что это преступно. Самое интересное, что этим очень, не хочу фамилии называть, плодотворно занимается некоторая часть нашей интеллигенции, которая почему-то, некоторые товарищи решили, что они больше патриоты, чем другие. Они больше любят Абхазию, чем кто-то другой. Я вообще не понимаю, откуда такая монополия на любовь к Абхазии, монополия на то, что они больше знают, что должно и что должно быть лучше для Абхазии. И вот это экспортировали туда, что привело к тому, что некоторых начали противопоставлять друг другу. Я понимаю, что все началось с того, что голосование там проходило, для того, чтобы привлечь себе сторонников, как говорится, всякую гадость лили на других. Вот это неприятие, будучи председателем Центральной избирательной комиссии, я соприкоснулся с этим, к великому сожалению. Вот. И очень обидно, что там начали сводить людей с ума, которые вообще не знают, которые любят Абхазию, им вообще это не нужно. Вот это наши политические разборки им не нужно. Их надо, мы до сих пор не построили такую систему, которая позволяет молодежи, которая там растет, ехать сюда, поступать в наши университеты, в наши школы, и чтобы они оставались здесь и жили, чтобы их, знаете, может быть, некрасиво я говорю, но не прибрать слово, а на родину вернуть, понимаете? Мы ничего не можем сделать, потому что идет некая непонятная борьба. Вот если посмотреть наше министерство по репатриации, вы можете поинтересоваться, они вам скажут, да, там какие-то дома построили, несколько человек получили жилье, но на этом же не заканчивается. Мы не смогли оттуда привести серьезный бизнес. Нам нужно молодежь сюда вытаскивать, чтобы вернулась на свою историческую родину, чтобы они здесь жили, учились, росли, развивались. Мы это хотим. Задача в этом состоит.
у нас культурные ценности, если здесь свои, как бы в этом плане особых проблем нет. Есть Россия, есть Северный Кавказ, есть все это есть, как бы. Но с Турцией мы хотели бы как бы именно вот такой вот больше в экономическом плане для развития и так далее. Но мы это тоже, к сожалению, как бы теряем очень серьезно. Сейчас на повестке дня, если можно так сказать, вопрос стоит очень остро об иноагентах. Как вы можете прокомментировать нынешнюю ситуацию с несколькими нашими согражданами? Ну, вы знаете, ну что тут скрывать, конечно, мне очень значит, неприятно, и я очень сожалею о том, что вот Инал Хашик, наш близкий приятель, он попал под вот такую вот. Я, кстати, с ним разговаривал по этому вопросу, звонил, это очень неприятно. Но дело в том, что, вы знаете, ну, мы же, собственно, как и Инал, и я тоже имею двойное гражданство. Но я в данный момент говорю немножко как юрист, поймите правильно. У нас закона об иноагентах нет. Но когда закон принят и он существует, хотите вы или не хотите, вы должны придерживаться этого закона. Я даже сказал Иналу, что Инал, я считаю, что тебе нужно нанять адвокатов и обратиться в суд в Российской Федерации, потому что если ты уже имеешь другое гражданство, ты ответственный перед той стороной тоже. А у них свои законы. Юридическую сторону мы ничего не можем сделать. Ты можешь делать другое только, если ты отказываешься от гражданства Российской Федерации, автоматически, естественно, ты не становишься иноагентом. Мы, имея второе гражданство российское, в какой-то третьей стране попадаем в какую-то ситуацию, ну, в разные ситуации в жизни бывают, то мы не сможем там обратиться, мы можем обратиться к абхазской стороне, как гражданин Абхазии, и Абхазия, обратившись к российской МИДу через российское посольство, нас выручит. А если вы имеете российское гражданство, вы напрямую как бы за вас отвечает страна тоже. Если к вам неправильно относитесь, это тоже надо понимать. Поэтому это немножко вот такой вопрос тупиковый. С одной стороны, хочется ответить, значит, сожалеть, что такая ситуация произошла, но мы должны понимать, что раз мы имеем два паспорта, мы несем ответственность в двух странах. Батал Иванович, вот относительно российско-абхазских стратегических взаимоотношений, партнерских отношений, в контексте инвестиционного климата нашей страны, что вы можете сказать на сегодняшний день? Какие приоритетные направления и что нам это может дать в развитии нашего государства? Вы знаете, дело в том, что вот у нас немножко иногда путают не наши граждане, а россияне. Вот вы нам жилье не продаете, и потом дальше добавляют, что там не могут здесь делать бизнес, там, если ты не гражданин. Это ведь неправда. Здесь Министерство юстиции Абхазии регистрировать может любое, значит, ООО, АОЗТ, неважно, акционерное или общество совместной ответственности, где стопроцентным владельцем может быть гражданин России или же даже другого государства. Это в этом плане никаких запретов на ведение бизнеса, значит, нет. И когда на это жалуются, иногда даже я слышу, там немножко люди не информированы, поэтому так говорят. Покупка жилья это не является, я извиняюсь, бизнес-проектом. Вот, или даже инвестиции. Это просто приобретение имущества, ни более, ни менее. А в этом плане здесь ограничений никаких нет. Другой вопрос, что преференции, которые предлагались для крупных инвестиций, вы знаете, вот эти моменты, почему вот во время политической борьбы этот момент использовался некоторыми кандидатами, и, знаете, в народе пустили слух, что кто-то страну продает, вот, а тут есть, как говорится, некие Робин Гуды, которые как бы защищают страну от, значит, вот этих нехороших людей, продающих и так далее. Во-первых, у нас земля находится в собственности государства, первое. Второе, если кто-то даже и продает, я извиняюсь, продают конкретные люди, и они не продают
в буквальном смысле этого слова. Они делают, значит, открывают общество с ограниченной ответственностью, туда они вводят другого иностранца и продают право аренды. Это разные вещи. Другой вопрос, что за это право аренды они, может быть, и не платят налоги и так далее, уходят от этих налогов. Но это уже другая сторона вопроса. На самом деле, как говорится, это конкретные люди. Самое интересное, что те, которые больше всех, я извиняюсь, подают голоса, если копнуть, в этой стране практически всем все известно, они первые продавцы всех своих бизнесов. Но это их право, и за это власти это сделать не могут никак, это уж точно. А если власти предоставляют какие-то земли, предположим, то эти земли, я что-то очень сомневаюсь, что не оформлены на кого-то. У нас такого нет. Все практически оформлено на кого-то. А если они предоставляют для какого-то бизнеса, который завтра будет приносить доходную часть в налоговую и так далее, я в этом тоже ничего плохого не вижу. Но те преференции, которые хотели сделать, я документом ознакомлен, к ним можно относиться двояко. Можно сказать, что это плохие преференции, слишком много дается, но это вопрос все время. Я могу сказать, да, вы слишком много. С другой стороны, как ни странно, те, которые так говорят, потом интервью дают и говорят, ну там кое-что чуть-чуть надо поменять. Вы знаете, один человек, крестьянин, мне сказал одну фразу. Вы знаете, говорит, Батал, они не против того, чтобы приходили какие-то инвесторы с России, брали, как говорится, это делали и так далее. Они против того, что не они находятся у власти, и не они это дают, а вы находитесь у власти, ну, в частности, и вы даете. То есть обида не в том, что дали, обида в том, что не ты лично дал, а другой. Вы знаете, когда он сказал, я удивился, а потом подумал, вообще-то же он прав. И когда говорили про ту же дачу, которую предоставляли, вот тогда он сказал, слушайте, они не против того, чтобы дачу отдать. Ведь просто они хотели бы быть там у власти, и они решали бы этот вопрос, а не те, которые есть сейчас. Ну так нельзя вот подменять, знаете, смысл только из-за того, что ты хочешь поменять форму. Тот документ, который был по поводу инвестиций, предполагал привлечение инвестиций крупных, очень крупного бизнеса. Ну слушайте, ну давайте... Есть моменты, где можно посмотреть практику. Да, можно ее не рассматривать. Ну не хочет, если Абхазия делать, ну не делает, нет вопросов. Никто же нет. Но если я вам дал, извините меня, в лице того, что вам разрешил, я за вас проголосовал, дам возможность вам от моего имени заключать соглашение, значит, привлекать в Абхазию то или иное и так далее, я вам дал, значит, я вам дал свое право. Вы теперь этим пользуетесь. Почему? Меньшинство, которое не дало это право, оно может выразить, быть против и так далее, почему должно считать, что они правы? С какой стати, я хочу знать. Вот. Имеют, да, преференции большие предполагались, но я хочу знать у каждого человека из нас. Я, например, такими суммами никогда не обладал. Люди вкладывают несколько миллиардов рублей. Это несколько миллионов долларов. Какой бизнес в Абхазии, простите меня, предполагает вложение 30, 40, 50 миллионов долларов, и когда вы их обратно получите с прибылями? Ну, слушайте, люди, которые заработали такие деньги, это умные люди, это не дураки. Они никогда не вложат деньги туда, где они не получат свои деньги и потеряют. Они занимаются благотворительностью, это уже другая тема. Но здесь они этим не занимаются. Если мы не хотим этого, тогда мы говорим, что мы не хотим, мы не будем это развивать и так далее. Вы знаете, один крупный владелец туристического объекта в Пицунде ходил, настраивал мелких владельцев отелей, что этого делать нельзя, потому что вам создадут конкуренцию. Слушайте, бред. Женщина, которая имеет, я извиняюсь, 10 номеров и получает за номер 5000 рублей в сутки, значит, какую конкуренцию она должна составлять бизнесу, который вкладывает, я извиняюсь, 5 миллиардов в строительство отеля, где номер будет стоить минимум около $1000. Он ей, что ли, конкурент?
Тот человек, который заплатит $1000 и будет жить в этом отеле, он не пойдет жить, как говорится, извините меня, ко мне домой жить, как говорится, или к ней за ее, или к нему за 5000 рублей. Он хочет такой дорогой бизнес. А на дорогой бизнес у нас нет таких денег. Мы пока не на таком уровне. Может, когда-то будет. И вот этот человек, который имеет достаточно большой бизнес, вот он вот этих людей обманывает, что это вам создадут конкуренцию, что вот они понастроят здесь отели, и вот эти люди к вам перестанут ходить, и там будет. И этих людей пока в Абхазии нет. Эти люди пока не ездят. Считается очень хорошей зоной отдыха те страны мира, где человек может потратить $10 000 в день. То есть богатые люди ездят туда. Где у нас в Абхазии можно такие деньги потратить, даже если у человека они есть. Это говорило о том, что мы хотим сюда приглашать сегмент богатых людей. А сегмент богатых людей может прийти только когда у вас соответствующая, извиняюсь, инфраструктура и соответствующий отель. Такой отель мы не в состоянии пока построить. Поэтому хотели пригласить тех, у кого есть такие возможности. Но надо же понять, что если такой человек вкладывает большие деньги, ему нужны преференции. Он не окупается ни за 10, ни 15, ни 20 лет. Значит, у него должна быть окупаемость, он считать умеет. Но он же в итоге, когда построит и будет привлекать, пусть у него будут преференции какой-то, потом же они будут платить налоги, эти налоги придут же сюда, и люди получат. Зачем, извините меня, обманывать крестьянина из села Кутол или Абгархук, который не имеет, я извиняюсь, ни отеля, не имеет, как говорится, ничего, как говорится, он занимается своим делом, и его зачем будоражить, что вот эти, которые там придут отель построить, у него отнимут хлеб. Да они у него не отнимут хлеб. Как раз таки они принесут ресурсы, которые ему придут, но только через власть, через государство, которое попадает в налоги, и в итоге он получит. Но его будоражит, что вот эти придут, у тебя отнимут. Но это, я считаю, что Быть это может, очень... все-таки, Батал Иванович, исходя из ваших слов, население не получило ту доступную информацию. Согласен. Возможно, вина в этом властей, которые они должны были, видимо, ездить по селам и каждому объяснить, что хотят сделать. У нас серьезная проблема. В школах, у нас школы надо ремонтировать практически во всех селах. Ну, в свое время были отремонтированы, при Багапше были отремонтированы, при Анквабе как бы отремонтированы, там, говорится, и так далее. Значит, нужно ремонтировать как бы эти школы, чтобы дети не ушли. Надо создавать интернаты. На это все нужны деньги, средства и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот мы хотим, с одной стороны, что? Ну, есть президент, есть там кабинет министров, они работают, они занимаются конкретными делами. Они в роли, может быть, как хотите называйте, в роли попрошаек. Вот там кто-то пишет, что вот поехал там президент просить. Да, поехал президент, да, проси. А для кого просить? Для себя лично, что ли, просить? Ну, для всех же, как говорится, просит. Вот сейчас для школ прислали, как говорится, автобусы. Надо же спасибо большое сказать. Они проклинать тех, кто будет ездить на этом автобусе. Вообще-то бессовестные люди, которые не имеют ни чести, ни совести, кто это говорит. Понимаете? Ну, как это можно, слушайте, это помогают стране и к этому так относиться? Конечно, наш президент человек, который вынужден ездить, просить что-то привезти, потому что здесь таких ресурсов нет. Мы не добываем нефть, мы не добываем газ, мы не имеем каких-то других заводов. Это очень сложно сделать. Вот почему-то все говорили, но никто ничего не сказал, как это надо сделать. Все говорят о том, как поделить все надо. А вот как пирог этот сделать, это никто не говорит об этом. Вот. И, естественно, они должны общаться. Тогда, конечно, они должны здесь настроить, как бы, которые будут ездить, я не знаю, как глашатай, будут разглашать, я извиняюсь, как бы за такой этот по селам, объяснять каждому, вот так надо сделать и так далее. Ну, видимо, надо делать так, я не знаю. Какую-то системную работу нужно. Ну, я, честно говоря, не знаю. Но это же очевидно. Мы же не хотим хорошее видеть, мы хотим видеть всегда плохое. Это, с одной стороны, хорошо, что мы требовательны, мы все хотим, чтобы было хорошо там, и так далее. Никто не спрашивает, как это сделать, из чего это сделать. Иногда, вы знаете, это немножко удручает, честно вам скажу. Когда на вот таких дешевых вещах обманывают огромное количество населения. На таких, ничем не обоснованных.
понимаете? Мы говорим, значит, вот к тому, что вы сказали о майнингах, говорили. Послушайте сюда, меня поражает люди, которые, вот я был депутатом, приходили, нам утверждали, как говорится, что это процветание, если будет майнинг. Я лично, не скрываю, поверил, значит, голосовал, сказал, что надо поддержать и так далее. Чипра не проходит, как говорится, 2 лет, говорит, что это был ужас, как это можно было сделать и так далее. Ну, слушайте, это что такое? Это что, амнезия, что ли, у этих людей? Ну, нельзя так делать, надо быть последовательным. Ну, нельзя как бы менять резко, как говорится. И потом мы иногда, знаете, вот когда человек говорит, политик, что-то, мы используем это против, как говорится. Вот что он сказал против, пожалуйста, это их право там, и так далее. У меня был такой момент, я в свое время возмущался, что население как бы не идет, не голосует, что они не выражают свое мнение, что они не идут на выборы, что они вот только, как говорится, шкурными вопросами хотят заниматься. И, значит, как будто до них дошло, как говорится, люди пошли, проголосовали и так далее. Так некоторые начали говорить, что вот, тогда же вы говорили, что да, говорил, потому что не пошли на выборы. А сейчас пошли, молодцы, выразили свое мнение. Прекрасно. Что в этом плохого? Как бы, я не понимаю. Я хочу, как бы, каждый, когда если это касается выборов и так далее, имел свое мнение. Но мнение не должно быть построено на, извините, манипуляциях и на обмане. Это же, в конце концов, маленький народ, мы все свои здесь. Вот все вот здесь пройдете, 10 человек, где стоит, они все родственники. Нельзя вот из этого, как бы, из этих политических моментов людей травить, как бы, и делать. Мы должны стремиться к лучшему. Мы должны помогать друг другу, если есть такая возможность, советом, кто может, возможности, как бы, там, и так далее. И радоваться чужим успехам. Пока мы не научимся радоваться чужим успехам, не будет никакого процветания этой страны. Батал Иванович, вот с недавнего времени в нашей стране новый молодой руководитель, президент нашей страны Бадр Зурабович Гунба. Что бы вы хотели бы ему пожелать на столь нелегком поприще? Быть президентом в такой маленькой стране, где кроме проблем ничего нет, это, конечно, не самая лучшая ситуация. Но в то же время я не скрываю, что как бы я хотел бы, чтобы он был президентом. Но кто-то же должен работу эту делать, понимаете? А я считаю, что если кто-то есть, кто должен работать, то это должен быть человек, который любит свой народ, свою страну. Я думаю, что Бадр Зурабович этим отличается. Я как-то все время говорил. Я не говорил о каких-то успехах там, экономических и так далее, там, или в чем-то другом. Я всегда говорил, что этот человек имеет, он очень человечный, как у абхазов говорят, ауюриму. Когда у тебя это есть, я думаю, что всего остального ты добьешься. Ну, он парень умный, как бы образованный, и вот этот фактор очень главный фактор, я считаю. Я не могу сказать, как говорится, что у нас там до него не было с такими качествами. Нет, конечно, все президенты имели в определенной степени, значит, какие-то свои сильные стороны, какие-то свои слабые стороны. Так не бывает, но он имеет вот такую интересную ауру, и я хочу ему пожелать удачи, это однозначно, здоровья. И я считаю, что укрепление государства, мы должны укрепить свое государство соответствующими органами, мы должны уважать наши силовые органы. Ни в коем случае государство должно строиться по классическому образцу. Должен быть аппарат принуждения для тех, которые в этом нуждаются, вот, и развитие во всем остальном, тем более у Бадра Зурабовича есть, на мой взгляд, очень важный момент. Это наш главный союзник, наш друг, протянул нам руку. И мне кажется, что они видят в Бадре Зурабовиче человека, с которым они хотели бы иметь хорошие, теплые, дружеские отношения. Это принесет пользу всему абхазскому народу. И мы должны сделать так,
чтобы его значит, пожелания, его настроение, его желание к сотрудничеству с Российской Федерацией для нас должно быть тоже позитивом, и мы должны поддержать тоже его. Все население должно поддержать. А чем это поддержать? Это поведенческая культура в отношении главного нашего, так сказать, туриста, гостей. Это гость. Когда мы научимся, мы умеем принимать гостей, мы должны теперь это распространить на всех. Когда мы это сделаем, когда правоохранительным органам мы поможем, мы должны помочь правоохранительным органам. Не они нам, а мы им должны дать возможность нормально работать, осознанность. Мы должны измениться в себе. И если мы видим, что человек что-то строит, что-то делает и так далее, мы должны радоваться за него, помочь, а не мешать ему, шпильки ему ставить. Мы должны конкурировать как народ. Мы должны подтянуть все народы, которые живут в Абхазии, значит, армяне, греки, русские, там, евреи, я не знаю, кто там еще здесь живет, как бы все их подтянуть. Они должны знать, что это их страна, что они здесь не, извиняюсь, временные жители. Грузины, которые живут в Гальском районе, они должны знать, что это их родина, а у них другой нет. У них другой нету, они здесь родились, здесь выросли, здесь живут, и процветание, оно должно быть для всех. Он президент общий для всех, как бы, а не для абхазов, как некоторые здесь как бы немножко думают. Это общий президент. И они должны понимать, что это их родина, это единственная их родина, и они должны все приложить к процветанию. Когда мы их всех вот подтянем, мы будем, и мы конкурентно способны станем, они будут чувствовать у себя, и они принесут гораздо больше пользы, чем мы предполагаем, и для себя, и для нашей Родины, и для нашего процветания. Мы должны сделать так, что они захотели бы учить абхазский язык, развивать абхазскую культуру, и, возможно, через там, несколько поколений, как говорится, они уже настолько адаптируются, что мы уже не поймем, кто здесь есть кто. Это должно быть, как говорится, одним общим, а не идти по принципу разделять. Мир сейчас достаточно хрупок и уязвим, и, безусловно, мы должны ценить то, что мы имеем здесь и сейчас. Но, как мне кажется, мыслить и развиваться на перспективу. Какой вы видите в ближайшем будущем нашу Абхазию? Вы знаете, я, например, почему-то очень такой конченый оптимист. Я абсолютно уверен, что мы выйдем на очень высокий уровень. Нам еще, посмотрите, к счастью, тот фактор везения для нашего народа всегда был. Мы прожили в кровопролитной, как бы, Кавказской войне. Советская власть нам серьезно помогла маленькому народу выжить, получить свою культуру. Оказалось, что с нами как бы такая огромная крупная страна, которая как бы дружески и тепло как бы в итоге начала к нам относиться. К счастью, нам повезло с руководством этой страны, которая сегодня есть. Все это дает нам возможность для процветания. Мы должны соревноваться, наши люди должны соревноваться, знаете, как бы такой должен быть, вот планка должна быть самая высокая, значит, в экономике, в культуре, значит, так как у нас основной это туризм, культура обслуживания, чтобы люди в мире мечтали посетить Абхазию. Чтобы вот есть страны, в которые как бы вот в Голландии, в Амстердам, например, есть дни, когда туристов не пускают. То есть мы должны дойти до такого уровня, и я уверен, что мы до этого дойдем, когда мы вынуждены будем согласовывать, скажем, с Российской Федерацией, что это один день в неделю, значит, граница как бы не работает, не в плохом смысле этого слова, а что просто мы не успеваем переваривать как бы это, в хорошем смысле этого слова. Вот, понимаете, как бы, чтобы это стало таким эксклюзивным, где люди живут в таком достатке, что каждый гость, который приезжает сюда и так далее, хочется, как бы, чтобы борьба была у местного населения за то, чтобы этого туриста просто пригласить домой, уделить ему внимание. Потому что есть в доме такой достаток, что хочется просто уделить. И это не в коммерческом плане, понимаете, как? Потому что абхазы всегда стремились и к имени, понимаете, имя.
Главное было имя. Я знаю люди, которые там имели, как говорится, скакунов, которые они последние, как говорится, для того, чтобы выиграть эти скачки, имя, чтобы сохранить, что ты имеешь такое красивое имя, красивый род там и так далее, чтобы наше население, наши граждане настолько чувствовали себя хорошо экономически, чтобы Абхазия была бы такой страной, куда мечтал бы каждый житель нашей планеты как бы посетить эту страну, как бы, понимаете? А россияне должны всегда чувствовать здесь, что они все-таки здесь номер один по сравнению со всеми остальными. Чтобы когда говорили, когда приоритетные, что, понимаете, вот скажем, приехали туристы, это, кстати, во многих странах мира есть, приехали туристы и говорят, что, ну, извините, как говорится, но сперва россияне, потом, пожалуйста, там нет вопросов. Как бы ты никого не обижаешь, но приоритеты ставишь, потому что мы никогда не должны забывать свои приоритеты. Кто нам помогает, кто нас защищает и у кого. Если мы эти приоритеты потеряем, нас будет правильно. Когда мы вот это добьемся, здесь должно быть так, что люди мечтали бы посетить Абхазию. А наши граждане, я абсолютно в этом уверен, что молодежь должна быть конкурентоспособной. Конечно, большое, так сказать, процветание, продвижение мы не сможем во многих вещах соревноваться, скажем, с Россией. Скажем, некоторые ученые наши, они, которые здесь достигнут успеха, они дальше будут продолжать идти туда, потому что там уровень гораздо выше. И мы не сможем добиться такого уровня, как там. Это нереально, потому что там 140 миллионов, а здесь 240 тысяч. Поэтому, конечно, это всегда будут. А иногда тут жалуются, что вот он здесь не хочет работать и уехал. Ну, послушайте, там другой уровень, это всегда будет и есть. Но те, которые здесь живут, они должны наслаждаться тем, что живут в этой стране, потому что у нас есть те вещи, которых в мире очень мало. Я абсолютно уверен в том, что в ближайшие 10 лет мы достигнем ощутимых как бы, результатов, тем более, что мне так кажется, что на сегодняшний день именно в нашей дружественной стране, в России, есть люди, которые непосредственно работают с Абхазией, которые понимают эту страну изнутри. Это очень важный момент. Это очень важно, понимаете? И это будет залогом того, что мы пойдем вверх очень резко. Конечно, инфраструктурные дела, они требуют больших вложений, больших ресурсов. Я думаю, что все это произойдет. Не знаю, я считаю, что это будет... И сегодня мы являемся одной из тех стран, в которых как бы, для проживания является одной из лучших. Ну, я имею в виду климатические условия, вода, воздух там, и так далее. Мы должны в этом плане достигнуть совершенства. А, как правило, пределов усовершенствования нет. Спасибо большое. Благодарю вас еще раз за столь содержательную, емкую беседу. Спасибо большое. Удачи.